Для себя понять, что какого-то такого антагонизма между вольными обществами, воеводствами и центральной властью целыми не было. Были определенные, возможно, какие-то разночтения, но они легко решались, и даже если посмотреть... Разночтения, как в любом обществе, в любом государстве. В любом государстве. Но если посмотреть те же письма, у нас есть письма, например, Келебского общества, Гидатлинского, Тленсирухского, Карахского, многих других обществ, того же знаменитого военачальника Динга из Индии, который к отцу Умахана писал. Обратно же отец Умахана ему в каких-то финансовых моментах помог решить вопрос выплаты диета, который из-за кровной мести в самом Тинди. То есть очень благожелательные письма, которые наполнены не восточным пиететом, приторно-сладким восхвалением, да? Да, приторно-сладким, а таким, скажем так, пахнущее аристодемократическое государство своего рода, как его назвали некоторые русские авторы начала XIX века. Аристодемократия. Но это он во многом благодаря потому, что эта земля была заселена вольными людьми, вольными горцами. Поэтому Да, это сложный вопрос, который нуждается в подробном обосновании. В принципе, отчасти тут в какой-то мере правы коммунисты, которые говорили, что бытие определяет сознание. Есть и другие причины, но в итоге мы имеем то, что имеем, что и при Умахане, и до него, конечно, были несколько селений, населенных в массе своей бывшими военнопленными, но это были 3-4 максимум селения, и они составляли, по моим подсчетам, 1-1,5% населения. Это военнопленные, не являющимися дагестанцами, массе своей или приглашенными, наемными. Допустим, во время похода в Грузию он взял в плен около 400 греков, которые работали на серебряных рудниках и на серебряном производстве на границе современной Грузии и Армении. Гюмишхане, это современный Алаверди район. В советское время он тоже был центром металлургии. Он захватил плен 400 рабочих и переселил их в Хунзах, и там организовал разработку серебряных рудников на границе сейчас Цумады и Шаройского района Чечни. Там у него были серебряные рудники на территории современного Шаройского района. Нужно сказать, что большая часть горной Чечни входила в состав Аварского нуцальства. И об этом есть и документы, и многие другие исторические источники. И с привлечением этих рабочих, 400 греков, он организовал сереброплавильное производство. И, насколько мы можем судить по источникам, оно какое-то время работало довольно успешно. Вот вы в своей книге, и не только вы, и всегда говорили, что влияние Умахана простиралось и за Кавказе, вплоть до земель Персии и османов. Вот какое это было влияние? Это политическое, экономическое, культурное вообще? Что за влияние он имел и как это все происходило? И было ли такое влияние до прихода Умахана к власти? Или такой рывок был сделан только им? До прихода Умахана к власти, еще во время его отца, конечно, за пределы Дагестана влияние Мухаммада Нуцала распространялось. Прежде всего, это Чечня и Восточная Грузия, отчасти северо-западный Азербайджан, допустим, шекинские ханы прибегали к его покровительству. Они были под его, протекторатом, и защищая как раз шекинских ханов, он совершил поход в Шемаху. Где и погиб, да? Да. Джарская республика всегда находилась в союзе с ним. И с 50-х годов, после 2 походов в Картль-Кахетинское царство, с отцом Ираклия Теймуразом и далее с Ираклием был заключен мирный договор, согласно которому выплачивалась своего рода контрибуция. И взамен Умахан обязался, и он это соблюдал, до 1984 года конца, недопущение походов и набегов на грузинские земли. И на самом деле он много От кого он должен был в первую очередь защищать? В первую очередь, чтобы с территории Дагестана не было набегов. И взамен он, по швейцарскому образцу, мы знаем, что швейцарцы до начала 20 века во многих дворах Европы служили в качестве гвардии. Точно так же аварцы, допустим, во многих феодальных владениях Закавказья они служили в качестве гвардии и доверенных лиц. Допустим,
мы знаем по документам, что карабахский хан Ибрагим хан, весь его дворец и его само охраняли около 300 воинов, которые прислал ему на помощь Умахан, и которых он оплачивал щедро. И источники пишут, что несколько покушений они сорвали, и во многом вся его власть держалась на этой гвардии, которая была лично ему предана. И неоднократно дворцовые перевороты были ликвидированы, предотвращены благодаря этому. Вот на этой карте Кахетинское царство, вот это в середине то, что обозначено зеленым цветом. Да. Вот какая военная мощь могла представить авария, допустим, чтобы защитить вот такие большие территории? Насколько это было возможно? Или вот такая тактика войны тогда существовала? Чтобы... Дело в том, что в Картле-Кахетинском царстве и в большинстве других феодальных владений не существовало регулярной армии. И у них не было подготовленных профессиональных воинов, скажем так. Ираклий II попытался создать это как постоянное войско, называемое Мориге, но оно ему стоило больших денег, и в итоге после смерти его зятя, по-моему, Давида Орбелиани, если я не ошибаюсь, этот проект был закрыт за его, как бы сказать, нерентабельностью и... дороговизна, не оправдался, в общем, да? Да, не оправдался, и взамен он приглашал из Дагестана с каждого общества по несколько десятков или по несколько человек, которые служили у него, собирали в том числе налоги и дань с Ереванского ханства, с других подчиненных Ираклию феодальных владений, допустим, анцухцы, карахцы, другие воины, которые у него служили в гвардии, помогали ему собирать налоги с негрузинского населения, входившего в состав Картле-Кахетинского царства. Ираклий был самым успешным в истории грузинского царства. Да, во многом можно сказать, что он собиратель восточно-грузинских земель. К сожалению, под конец своей жизни у него была трагическая, как бы сказать, участь. Многие труды его жизни оказались преданы забвению или растерял многие, как бы, свои достижения. Но все-таки это очень успешный, очень мужественный, что нужно подчеркнуть, неоднократно в личных сражениях победивший многих очень знаменитых военачальников, в том числе аварских, допустим, знаменитый Малачи в 1744 году около реки Арагви, согласно его историографам, он личной схватке их победил, Малачи и Унцкульского, в сражении около Арагви. Это Ираклий сам командовал? Сам командовал, и более того, в личном поединке, согласно источникам грузинским, победил Малачи Унцкульского. Далее нужно сказать, что Ибрагим хан Карабахский, Гянджинский хан, Ереванский, Нахичеванский, Кубинский и многие другие ханы за безопасность или же за защиту от внешних врагов вынуждены были уплачивать значительную, как бы сказать, данью это нельзя назвать, но определенные, как бы сказать... Контрибуцию за... Своего рода контрибуцию, можно так выразиться, да. За протекторат. Да, своего рода протекторат. И Ираклий II тоже, как бы, ему посылал транши за то, чтобы тот удерживал, в том числе не подчиненные напрямую Умахану, дагестанские общества от набегов на Грузию. Вот в одном из походов Кайдарбек Нечутлинский упоминает то, что вот в одном из походов им пришлось принять 6, то ли 9 сражений. Это что за поход был? И вот и где это вот такой, как бы, такой известный поход проходил? Ну, там несколько было известных походов. Наиболее известным, может быть, не самым длительным, но наиболее известным был поход 1784-1785 года. Он продлился чуть больше года. Они вышли из Хунзаха, прошли к Алазани, потом по Южной Грузии, напали на серебряные рудники, разграбили их. Это произошло, должен сказать, после того, как был заключен, по-моему, Георгиевский договор, и Ираклий II отказался высылать эти транши. Более того, арестовал около 70 или 80 купцов. Из Дагестана, да? Да, из Хунзаха, там прямо в источнике указано. И попытался захватить Джарскую республику. Это была ответная мера, да? Да, конечно. Немотивированное нападение было бы нарушением условий мирного договора, который был между ними. В 1784 году, после Георгиевского, по-моему, договора, по-моему, Георгиевский договор это был предпринят ряд недружественных
шагов, акций. Это первое – прекращение выплаты этих траншей. Второе – нападение на Джарскую республику, неудачное. И третье – арест около 70 купцов из Хунзаха указано. Ну, из Хунзаха и окрестных пунктов это, скорее всего, было. Но в тексте указано, что из Хунзаха. Они были с товарами, арестовали и экспроприировали. Судьба самих купцов неизвестна. Может быть, даже их убили, не знаю точно. После этого, в конце 1984 года, по-моему, было принято решение. И в итоге тот поход привел к тому, что Умахан не разрушал селение, кстати. Мирное население в этом походе он непосредственно не разрушал, кроме трех крепостей, которые были им взяты. Естественно, там уже непосредственно мирное население пострадало и погибло, но при любых военных действиях мирное население гибнет. Ну, это законы военного времени, мы, к сожалению, ничего с этим не можем поделать. Главный его удар был направлен на серебряные рудники, которые давали около 70% всех доходов казны Картлы-Кахетинского царства. То есть фактически этим ударом он подрывал экономическую мощь государства без значительных людских жертв. В то время как во время подобных войн в Средневековье в основном гибло мирное население, и походы преследовали прежде всего тактику выжженной земли, когда у оппонента, у врага мирное население под корень истреблялось. В данном случае же поход был прежде всего и почти целиком только на серебряные рудники и еще одну крепость, которая примыкала к ней. После взятия этих рудников и крепостей он пришел Ахалцихский пашалык, который тогда входил в состав османского государства. И для того, чтобы взять Тбилиси, он потребовал от них пушки. Но османское государство испугалось, возможных последствий и включения Российской империи в эту, ситуацию и отказалось, фактически не предоставило пушки, без которых... А у них изначально какая-то договоренность была, да? Да, у них была договоренность, что османский султан в лице Ахалцихского паши предоставит пушки, благодаря которым он хотел захватить Тбилиси и принудить его обратно к тому же мирному договору, который был нарушен. Пушки он не предоставил, но тогда же западные эмиретинские князья, по-моему, Цулукидзе и еще кто-то, еще одна фамилия была, уговорили его напасть на союзного и Ираклию, и эмиретинскому царю Соломону крепость Вахани, где правил князь Абашидзе. В итоге они эту крепость взяли, захватили плен самого князя Евгена Абашидзе и двух его дочерей, на одной из которых женился сам Умахан. Это Дариджан Абашидзе, аварцы его звали Дарижа, ее вернее, и другая дочь была выдана замуж за Ибрагим хана. Потом он через Ереван, то есть через Армению, пришел в Карабах, потом в Гянджу, потом в Нуху и далее через Джар вернулся в Хунзах. В итоге несколько сражений, которые принесли ему наибольшую славу и благодаря которым он приобрел влияние. В следующем году, в 1986-1987 году, его походы были в основном на Восточной Закавказье, то есть благодаря этим походам он вынудил кубинского хана Фат-аль-хана принести, покорность, и Ширван, и Бакинское ханство, то есть несколько ханств современного Азербайджана, практически всю его территорию, за исключением Талышского ханства, обязались ему уплачивать ежегодную своего рода дань. По примеру Картлы-Кахетинского царства, вот такой же протекторат там тоже установился, да? Тут чуть-чуть даже, условия были другие, да, несколько другими, более выгодными для Умахана. Ежегодно, допустим, тот же кубинский хан обязался ежегодно уплачивать 5000 рублей серебром, другие суммы. Все это отражено в источниках. После выхода этой книги в сентябре прошлого года я с коллегами поработал 2 недели в Центральном Российском государственном военно-историческом архиве, где в фонде Потемкина, это известный граф, деятель, военно-политический, государственный деятель Российской империи, у которого с Умаханом сложились, что удивительно, довольно благоприятные взаимоотношения. Именно он после этого похода, в конце этого похода, лично от себя из казны выделил около 10 000 рублей Умахану, и
уговорил Ираклия, чтобы он ежегодно тоже уплачивал ему несколько тысяч рублей.